Доброго окончания недели, дорогие читатели. И с вами Диванный Обозрун. Смотрим региональные печатные издания конца этой недели. Ну, начнем с нашего времени. Чем она нас порадовала? Это замечательная история одной собаки и людей. Тут рассказывается про собаку и людей. Собака и люди. Замечательно. Газета Якутии. Главный источник республиканских властей. Материал на 34-й полосе «Мемофизика». Учитель Нерюнгринской гимназии прославился в интернете. На самом деле очень классный материал, позитивный. Он нам рассказывает о том, как учитель физики из Якутии научился рассказывать для простого обыкновенного человека физические законы путем мемов. Ну там, ковалентная связь, законы Ома. Согласитесь, это довольно-таки скучная тема, но когда ее преподают хорошо, то получается газета Якутия. Итак, «Эхо столицы». Замечательный номер. Опять же, много пользухи. Но материал один на 16-й полосе называется «Необычные фермы Якутска». Ну и что мы тут под заголовки? У нас просто фантастические ребята. Утки-по-пекинские голуби. Главные козаводы Якутска. Вы представляете себе? Козаводы Якутска. Вислоухие вьетнамские хрюши. Мархинские грибы вешенки. И многое другое о всяких необычных вещах сельского хозяйства Якутии. Читайте «Эхо столицы» и занимайте очередь. Жизнь Якутска. Жизнь Якутска, ребята. Главный источник новостей. Ну и в Якутии задержаны двое гостей из Бурятии, перевозившие наркотики в анусе. Спасибо. Спасибо за заголовок. Это замечательно. Подробностей читать не будем. Газета «Якутск вечерний». Ну да, серьезное издание, но в то же время на 57-й полосе у нас в рубрике «Наука» материал под заголовком «Морщ земли». Я в жизни не слышал этого слова. Морщ. Ну, от чего оно произошло, интересно? От морщина или да? От борщи вместе с... или морж. Как-то так. Ну, видимо, научный материал, который стоит почитать. Ну и переходим от столпов нашей журналистики к как бы начинающим, или даже не начинающим, а более таким малогабаритным изданиям «Забота Арчи». Интересное издание. Посмотрели тут, ну, видимо, да, своя целевая аудитория, конечно же, у нее есть, но материал на 6-й полосе называется «6 самых частых нарушений по охране труда». Замечательный материал, просто это супер, ребята. Нарушение номер 1. В компании отсутствует специалист по охране труда, не создана служба по охране труда. То есть, как их исправить? Казалось бы, нет на предприятии специалиста. И советует нам из всего этого положения работодателю для контроля выполнения требований охраны труда нужно принять следующие меры. Ввести в штатное расписание компании соответствующие единицы или заключить гражданско-правовой договор на оказание услуг в сфере охраны труда. Ребята, если у вас нету охранника труда, первым делом, самый действительно вот важный вот такой момент, наймите его. Нарушение номер 2. Для работников не проведен инструктаж по безопасности и охране труда. Как исправить? Дай догадаться. Надо провести инструктаж. Я советую провести инструктаж. Ну и тут 6 пунктов. 6 пунктов. Вот в том же духе, ребята. На предприятиях не проведена специальная оценка условий труда. Ну, то есть аттестация рабочих мест. Как исправить? Провести ее, бляха-муха.
В организации не проводятся обязательные медицинские осмотры. Как исправить? Сходить на медосмотр. Да, составить график и провести. Ну, в общем, и главное, вот здесь вот на 7-й полосе, да, второй материал тут называется «Надеемся на здравый смысл». То есть вот 6 самых частых случаев труда и надеемся на здравый смысл. Уважаемые редактора заботы Арчи, мы тоже надеемся на здравый смысл. Материалы, которые вызывают просто капитан очевидность, там нужен просто здравый смысл. Газета «Ваше право», Дальний Восток. К сожалению, красненьким мы здесь ничего не пометили. Ну, то есть такого интересного в плане того, чтобы обозрать, да? Здесь серьезно аналитические материалы, выверенные, вылизанные и даже 2 материала журналистов Якутия-Инфо. Очень советую. Походив по разным мероприятиям, я нашел газету КПД. КПД — это коэффициент полезного действия, выпускает ее Якутскэнерго. Газета тиражом 999 экземпляров. На самом деле, кто знает законодательство издательского дела, тот понимает, что 999 это не рекламная какая-нибудь такая фича, а то, что позволяет законодательство выпускать без регистрации как средство массовой информации. Ну, фактически это стенгазета внутренняя, для внутреннего пользователя работников Якутскэнерго. А что они там пишут? Ну, они пишут о том, что в 2015 году зарегистрированы 2 случая травматизма. Есть над чем работать, говорят. Да, есть над чем работать. А там нет таких же очевидных инструкций, как если у вас сломался выключатель, надо починить выключатель. Ну, к сожалению, нету. На самом деле тут есть, ну да, вот то, что вот, как вот стенгазета вот бывает, кто о чем говорит, кто что там делает. Очень полезно, наверное, для работников энергосбыта. Ну и в следующий раз постараемся найти другие издания. Оказывается, таких изданий у нас в Якутске довольно-таки много. Ленское речное пароходство, там другие предприятия, аэропорты Севера, да, фактически они все выпускают такие газеты. Так что ждите на следующей неделе обзор свежей прессы. Что газета «Якутия», опять же, повторяю, орган печати наших государственных властей, выпускает иногда просто поразительные материалы. На 20-й странице в рубрике «Домострой» выходит материал «Рыжие бесстыжие». Дезинфекторы рассказывают, от чего чешутся тараканы. Представляете, да? Чешутся, да. Ну, интересный материал. Мы поговорим об этом с нашим экспертом вот сейчас. В студии главный таракановед Республики Саха-Якутия Тимофей Ефремов. Тимофей Ефремов, главный таракановед Республики Саха-Якутия. Расскажите нам, кто такие тараканы? Ну, это очень обширный вопрос. На самом деле, люди не придают значения этим существам. Они вообще, по идее, очень загадочные и масштабные, как я не знаю, как вселенная. Тараканы — это не просто букашка. Они же вот они рыжие такие, с глазами такие усатые. Так от чего они чешутся? Чешутся? Ну, фиг его знает, от чего они чешутся, но я точно знаю, что они умирают от удара тапка. Также на этой полосе у нас есть универсальный контейнер для жидких отходов. Интересно, кстати, якутская разработка. Ведро для жидких отходов. А что там уникального в ведре? В чем фишка? В том, что он сделан из обычного картона. То есть одноразовое ведро? Инновация просто. Не, ну, я смотрел, там, идея хорошая, там просто, получается, картонка придает форму цилиндра, туда мусорный пакет, жидкость замерзает, и ты вот эту мешок со льдом выкидываешь, и можешь, в принципе, и картонку не жалко. А ведро-то жалко каждый раз. Да, ну хорошо. Ну это так, очумелые ручки. Ладно, все, давай. Так от чего чешутся тараканы? Ты давай, вставай туда.